Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. 27 декабря в Народном собрании Абхазии продолжилось заседание сессии, начатое накануне. Депутаты должны были рассмотреть постановление о бюджетах 6 государственных фондов: пенсионного фонда репатриации, внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, дорожного фонда обязательного медицинского и социального страхования. Однако заседание сессии так и не было начато, так как некоторые депутаты не согласились с повесткой дня, в которую также был включен вопрос о рассмотрении проекта закона о республиканском бюджете на 2020 год. В итоге было принято решение обсудить детально проект данного закона и предлагаемые поправки к нему на заседании профильного комитета, а заседание сессии парламента продолжить на следующей неделе. 2019 год был насыщен событиями внешнеполитического характера. В Министерстве иностранных дел Абхазии подвели итоги. Подробности в репортаже Алисы Шамба. Продвижение широкого международного признания нашей страны, расширение международных связей, установление зарубежных контактов, укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией – наиболее ключевые направления внешней политики Абхазии. Стоит отметить, что в уходящем году МИДом велась активная работа по укреплению и насыщению российско-абхазских отношений в различных сферах. В частности, в рамках этого взаимодействия состоялся официальный визит министра иностранных дел Дауракови в Российскую Федерацию, где прошла встреча с Сергеем Лавровым. Одним из важных этапов в плане расширения международных связей стал официальный визит абхазской делегации во главе с президентом в Боливарианскую республику Венесуэла. Визит был организован по приглашению венесуэльской стороны и был приурочен к вступлению в должность президента Николаса Мадуро. В ходе этого визита президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречи на высшем уровне со своим венесуэльским коллегой, а также с главами других латиноамериканских государств, которые также присутствовали на церемонии инаугурации президента Венесуэлы. Еще одним важнейшим направлением внешней политики является содействие в обеспечении мира и безопасности в Кавказском регионе, а именно активное участие в международных женевских дискуссиях, которые являются единственной международной площадкой, играющей позитивную роль для постановки и международного обсуждения важных для абхазской стороны вопросов. Основной задачей женевских дискуссий в соответствии с 6-м пунктом соглашения Медведева-Саркози является обеспечение международных гарантий безопасности для развития Абхазии и Южной Осетии. Правовой основой для обеспечения этих международных гарантий является согласование и подписание дальнейшего документа о неприменении силы. Долгие годы ведется работа в рамках Женевы, работа, направленная на согласование текста этого документа, но, к сожалению, из-за деструктивной позиции грузинской стороны, а также ее американских партнеров, нам долгие годы не удается прийти к общему знаменателю и прийти к согласию в вопросе этого документа. Тем не менее, женевская площадка, женевский формат является для нас, для абхазской стороны, очень важным форматом, который позволяет абхазской стороне наравне участвовать в этом процессе наряду с другими крупными странами и международными организациями, такими как ЕС, ООН и ОБСЕ. В 2019 году продолжалась активная работа по линии посольств и представительств Абхазии в зарубежных странах, в Российской Федерации, Южной Осетии, и в Республике Венесуэла и в ряде европейских стран. В этом году был создан институт почетного консула в Республике Арцах, то есть мы учредили подобную должность, и у нас состоялся обмен почетными консулами с Республикой Арцах. У нас также ведет активную работу представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике. Наше представительство находится в активном взаимодействии с представителями нашей диаспоры. Вы знаете, что там в Турции есть ряд организаций диаспоральных, с которыми наше представительство активно сотрудничает. Плюс предпринимаются определенные попытки для того, чтобы наладить сотрудничество с официальными турецкими властями. Эта работа ведется, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем доложить о каких-то там позитивных результатах
этой работы. На вопрос, возможно ли в следующем году открытие новых диппредставительств в зарубежных странах, Ираклий Тужба сообщил, что существуют некоторые наработки, о которых говорить пока не стоит в свете того, что так называемая дипломатия заингурских соседей предпринимает серьезные усилия по противодействию любых попыток Абхазии наладить отношения с теми или иными зарубежными странами. Однако, несмотря на это, МИД и впредь намерена руководствоваться национальными интересами, ведя активную работу по продвижению позитивного внешнеполитического имиджа страны за ее пределами. Алиса Шамба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Указом президента Рауля Хаджимба за вклад в национально-освободительное движение, а также возвращение соотечественников на историческую родину Гевидопу награжден орденом Ахзапша третьей степени. Постановлением Кабинета министров в Абхазии запрещена заготовка и ввоз в республику ели и пихт без корневой системы для проведения новогодних праздников. Однако самовольная вырубка хвойных насаждений продолжается. Для выявления правонарушителей сотрудники УБЭП МВД совместно с экологами и представителями госуправления лесного хозяйства проводят рейдовые мероприятия. В один из таких рейдов вместе с представителями государственных структур выехала и наша съемочная группа. Смотрите репортаж Алики Трапш. Главный символ Нового года – живую зеленую красавицу ель можно купить в преддверии праздника на центральном рынке Сухума. Продавцы предлагают широкий выбор хвойных насаждений на любой вкус и кошелек. Однако часть из них реализуется незаконно. К примеру, в данной несанкционированной торговой точке продавец реализовывал деревья без разрешительных документов, срубленные в Абхазии. Так как его не поймали на факте вырубки, оштрафовать его не могут, но товар изъяли. Были выявлены продавцы, которые продают им, в частности, это пихта Нордмана, которая запрещена к порубке на территории Абхазии. В большинстве люди, конечно, негативно относятся, но если проявить небольшой натиск и напор, конечно же, соглашаются отдавать. И, то есть изъятие идет этих елей непосредственно. В ходе рейда сотрудниками ГУБЭП и Госуправления по экологии были проверены еще несколько точек продаж новогодних ели. И почти в каждом месте хозяева предъявили документы на свой товар. Многие из этих елок с корневой системой были доставлены в Абхазию из питомников разных регионов Российской Федерации. Новогодняя ель называется, привезена с Краснодара. Мы в Краснодаре загрузили, привезли. И вот документы. Стоит отметить, что в начале декабря премьер-министр Валерий Буганова подписал распоряжение о запрете заготовки ели и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году. Кроме того, был запрещен ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы. Ели, привезенные, допустим, с европейских стран, да, в частности, это датские елки, они в питомнике после обрезки маркируются данными бирками. Эта бирка дает знать о происхождении данной ели. Это говорит о том, что она не порублена на территории Абхазии. Но такими бирками маркируются только в европейских странах. То есть в России уже вот на примере данной ели она уже никак не маркируется. Ее определяют уже по документам, то есть по перевозке границы, по накладной, то есть то, где человек приобрел. В этом году, по данным Государственного таможенного комитета, в Абхазию было завезено более 2200 елей и пихт с корневой системой на сумму 466 550 рублей. Рейды по пресечению фактов самовольной вырубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации проводятся несколько раз в неделю. Часть конфискованных деревьев будут розданы в школьные и дошкольные учреждения, а оставшиеся елки будут утилизированы. Алика Трапш, Саид Джарсали, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Новом Афоне начат очередной этап проекта «Безопасный город». Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. Очередной этап проекта «Безопасный город» начат с установок камер мониторинга общественной безопасности в Новом Афоне. Исходя из мировой практики, применение системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка и безопасности предотвращает до 80% возможных инцидентов и помогает расследовать остальные 20%. Технические службы реализуют на базе Центра обработки данных МВД единую систему онлайн-мониторинга, что обеспечит контроль и оперативное управление зонами ответственности,
Адаптированный архив позволит восстановить все оперативно значимые события. Как отметил начальник отдела информационно-технического обеспечения штаба МВД Республики Абхазия Эдуард Сергинава, данная система обеспечивает общий обзор общественно значимых территорий, также управление детализацией при осмотре выбранных объектов и перемещаемых лиц. А изображения, поступающие в реальном времени, круглосуточно будут выводиться на монитор дежурной части Министерства внутренних дел. Накопляемый опыт позволяет постоянно совершенствовать систему и алгоритмы взаимодействия служб, повышая таким образом безопасность городской среды. В рамках настоящего проекта готовятся установки обзорных видеокамер в городе Сухум. С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни личный состав подразделений Министерства внутренних дел Абхазии с 30 декабря по 8 января включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Рауль Смыр. Об этом сообщается на официальном сайте МВД. Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках на указанный период, отзываются из отпусков. Новый год – праздник, от которого и взрослые, и дети ждут счастья, радости, исполнения надежды и желаний. И, наверное, больше всего новогоднего волшебства ждут те, кому оно особенно необходимо. КБФ «Ашана» для своих подопечных запустил акцию «Стань Дедом Морозом», чтобы не только подарить детям праздник, но и веру в чудо. Как известно, Новый год – это пора чудес и исполнения желаний. Чтобы подарить детям, подопечным фонда, праздники, конечно же, подарки, культурно-благотворительный фонд «Ашана» запустил в этом году акцию «Стань Дедом Морозом». Тем самым волшебником мог стать любой желающий, выполнив одно заветное детское желание. И неравнодушные люди, которые видят наши публикации с письмами, пожеланиями наших подопечных, они заранее покупают подарки и переносят в офис фонда. Потом Дед Мороз с Снегурочкой дарят заветный подарок каждому подопечному. В этом году мы детей подопечных позвали в Русский театр. После просмотра спектакля дети соберутся у елки, Дед Мороз и Снегурочка будут вручать заветный подарок, именно тот, который они просили. Детям, как никому другому, хочется чудес и волшебства. А детям, которые большую часть времени проводят в лечебных учреждениях, каждый день ведя борьбу с серьезными заболеваниями, хочется особенно верить в них. Ведь у каждого маленького человечка есть свои мечты и надежды. Сотрудники фонда «Ашана» заранее обзвонили всех своих подопечных и узнали о заветных желаниях, чтобы в канун Нового года постараться их исполнить. Ежегодно активное участие принимают не только люди небезразличные, но и компании, такие как компания «Премиум», магазин «Харзаман», компания «Флагман», Новоафонская пещера, «Система» и другие, которые каждый год выбирают либо одного, либо нескольких подопечных. Также в этом году компания «Мобайл» для 10 подопечных фонда приобрел подарочки. Мы благодарим всех. В акции приняли участие около 100 детей подопечных фонда. Куклы, машинки, различные музыкальные подарки. Сюрприз удался. При виде долгожданных подарков дети не могли скрыть эмоций. Спасибо фонду «Ашана» за то, что они делают, помогают нам. София сама попросила, она вот дома, мы сказали: «Софика, что ты хочешь на Новый год?» Она сказала: «Хочу куклу с коляской». И вот мы вот сняли видео, отправили, и вот то, что она хотела, и подарили. Спасибо всем огромное. Давиду Магаряну всего 10 лет, но мальчик уже определился с будущей профессией. Давид хочет стать профессиональным фотографом. Его мечта о собственном фотоаппарате сбылась. Мне 10 лет, и я люблю фотографировать. Я бы хотел стать фотографом, фотографировать красивую природу и животных. Всем большое спасибо, кто помог. Николь Хачатурян, несмотря на недуг, очень жизнерадостный ребенок. Мечтает стать музыкантом, поэтому попросила у Деда Мороза синтезатор. Я люблю музыку. Очень. И поэтому я заказала
Синдиратор. Спасибо. Искренние положительные эмоции детей, получивших подарок от Деда Мороза и Снегурочки, являются бесценным и самым лучшим видом ответа на добро, которое сделали неравнодушные люди. Торгово-промышленная палата Абхазии в преддверии Нового года уже традиционно организовывает для детей из многодетных и малообеспеченных семей Очимчирского района праздничные мероприятия в Сухуме. В этот раз в столицу привезли 50 детей, чтобы показать им новогоднее представление в Абхазском государственном драматическом театре, угостить вкусным обедом и подарить сладкие подарки. Дарить детям праздничное настроение и веру в добро, особенно в канун самого волшебного праздника – главное предназначение взрослых, говорят представители ТПП. Детишек ждет очень насыщенная программа. Это посещение спектакля в Абхазском драматическом театре, посещение столичной елки, развлекательный доступ в детском центре «Леон» с участием аниматоров и роботов, вручение подарков и многое-многое другое. Мы хотим, чтобы этот день запомнился детишкам в преддверии Нового года, и у них осталось только благое впечатление о таком светлом празднике. В рамках акции «Ассирхамтас», организованной благотворительным фондом «Киараз» при поддержке сотовой компании «Аквафон», сотни детей из многодетных семей в преддверии Нового года получили долгожданные подарки. Каждому из них подарок вручил лично Дед Мороз со Снегурочкой. Ясма Гуланзе расскажет подробности. В многодетной семье Шакая из села Уарча Деда Мороза и Снегурочку очень ждали. Дети надеялись, что заветное желание, написанное и отправленное им в письме, обязательно сбудется. С волнением, перебирая пакеты, каждый из маленьких членов семьи нашел именно то, что хотел. Сладости, игрушки, теплая одежда и обувь. Далеко не все пожелания были детскими. Многие малыши просили подарить им жизненно необходимые вещи. Мне Дед Мороз принес спортивки. Я их буду носить на футбол. Я занимаюсь футболом. Мне сегодня Дед Мороз подарил ботинки. Это ты в письме написал, что ты ботинки хочешь, да? Да. Они тебе подойдут, как думаешь? Да. У тебя не было ботинок, да? Для больших семей подобные акции, безусловно, имеют огромное значение, так как это подспорье для родителей и радость детям. У меня 13 детей, 22 и год и 8 последний. 8 девочки, 5 мальчиков. Каждый год раз подарки вот так принесет. Каждый месяц даже. Спасибо раз всем большое. Ассирхамтас – масштабная акция, которая проходит уже в 5-й раз. Ежегодно в преддверии Нового года в Киараз поступают письма с новогодними пожеланиями от детей из социально уязвимых семей. Уже 5-й год совместно с компанией «Аквафон» наша организация проводит акцию «Ассирхамтас». В этом году мы смогли охватить порядка 1000 детей. Из них 800 детей писали письма, а около 200 детей – это те дети, которые маленькие, которые не могут писать, они были без писем, мы делали им символические подарки. В основном в этом году наши дети просили спортивные костюмы, обувь, теплую одежду. Также были те, которые просили игрушки. Ну и в этом году немногие, но есть те, которые просили животных различных. Было такое большое количество людей, желающих взять письмо и осуществить мечту ребенка. Нам уже несколько дней звонят люди, просят письма, но писем больше нет. Мы уже объявили о том, что все письма разобрали. Сотовая компания «Аквафон» – официальный партнер фонда «Киараз», ежегодно поддерживает акцию «Ассирхамтас». На этот раз компания взяла на себя осуществление желаний 80 детских писем на сумму 200 тысяч рублей. В этом году роль Деда Мороза досталась Тимуру Гургуле, менеджеру компании «Аквафон». Мы уверены, что данная акция даст нашим детишкам ощущение праздника, ощущение Нового года и наполнит их сердца теплотой и верой в чудо. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить
всех сотрудников благотворительной организации «Кераз» и за их неустанные усилия. И хочется также отметить, что с керазовцами мы осуществили много проектов, и также мы с ними объездили много семей, подопечных данного фонда. В семье Чехладзе Деда Мороза со Снегурочкой встретил только маленький Дорофей с мамой. Старшие братья и сестры в это время выступали на школьном утреннике. Когда малышу вручили подарок, он казался на удивление спокойным и серьезным. А еще Дорофей на Новый год у нас просил спортивный костюм. Вот Дед Мороз привез ему спортивный костюмчик. 13 детей в семье – это немало забот и проблем. Дети ждут подарков и радуются им. Конечно, для многодетных родителей такая помощь бесценна. Старшая девочка 23, младшему вот это год и 3 месяц. Один мальчик работает, остальные в школе, девочки 3 замужем. Дети радуются, им радостно, вот, что Дед Мороз им желанием сделал. Я тоже радуюсь, если не радуется, тоже. Акция «Асир Хамтас» в очередной раз подарила многим семьям праздничное настроение, а главное – сохранила веру в настоящее предновогоднее чудо. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Концертная программа с участием танцевальных коллективов и известных артистов, различные досуговые интерактивные площадки для детей и взрослых. Кинотеатр под открытым небом. В столице у главной елки страны открылась новогодняя площадка. На празднике, организованном при поддержке столичной администрации, собрались сотни жителей и гостей столицы. Репортаж Гугуцы Вардания. Сотни жителей и гостей столицы собрались на площади Свободы у главной елки страны. Отовсюду доносятся рождественские мелодии. Люди поздравляют друг друга с наступающим праздником. Кажется, что даже воздух здесь пропитан волшебством и ожиданием чуда. Здесь, на площади Свободы, у главной елки страны, царит по-настоящему праздничная атмосфера. У жителей и гостей столицы есть прекрасная возможность отдохнуть на различных тематических площадках. Кроме того, здесь организована концертная программа. Вся площадь украшена красочными светящимися декорациями в виде луны, звезд и сказочных животных, что особенно радует самых маленьких участников праздника. Кроме того, на детской площадке у елки детей развлекают аниматоры. Мне нравится елка, здесь красивая. А что еще тебе здесь нравится? Мне тут нравится, где тут есть набитки, где тут можно покушать. Мне тут больше всего большая елка понравилась. Мне нравится очень елка, вообще очень красиво тут. Очень хорошо, весело, очень красиво все. А что больше всего понравилось на площадке здесь? Детские, развлекательные всякие горочки, качельки. Да? Тебе понравилось здесь? Скажи «да». Да. Самым настоящим сюрпризом для киноманов стал кинотеатр, организованный прямо под открытым небом. Каждый вечер до 7 января здесь будут транслировать новогодние фильмы и мультфильмы. Эй, ты положила сетевой адаптер? Нет, не было времени. Ну и как я буду греться во Франции? Отрастишь бородку? Воздух также пропитан запахом шоколада и сладостей, который доносится из маленьких выстроенных здесь будочек. Чтобы выпить ароматный кофе, тут выстроилась очередь. С наступающим вас всех Новым годом! Праздник набирает обороты, уже весело, уже людей много, я думаю, будет еще больше. Я надеюсь, что администрация в этом году сможет порадовать людей, и все будут довольны и счастливы. Чаном сделала, чаном пштала. Очень много света, можно везде фотографироваться, очень нравится, впечатлений много. В этом году, конечно, очень красиво все оформили. И вот эти маленькие кафешки, и лавочки, новые фонарики. Елка вообще огонь в этом году, нам очень нравится. Праздничная церемония открытия новогодней площадки организована при поддержке столичной администрации. Всех с наступающим! Вот праздник уже начался. Администрация города открывает сегодня праздничные мероприятия. Сегодня непосредственно открывает управление культуры администрации города Сухум. Все развлекательные моменты для детей мы предусмотрели. Помимо различных развлекательных площадок, 30 декабря здесь откроют каток. Жителей и гостей столицы ждет еще немало сюрпризов. На площади Свободы новогодние мероприятия будут проводиться до 7 января. Гугуца Вардания, Алексея Бухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу ночью и утром дождь. В воскресенье преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег с дождем, снег. Температура воздуха ночью 3,8, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.